Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатульная. И о картине дня. Историческое событие сегодня произошло в Рыбнослободском районе. В селе Большая Елга после масштабной реконструкции распахнула двери деревянная мечеть. Открытие знаковое сразу по двум причинам. Здание – объект культурного наследия с полуторавековой историей. При этом святыня была отреставрирована за пределами села. Сегодняшний пятничный намаз стал особенным для жителей всего района. На церемонию открытия приехал и президент Рустам Минниханов. Об истории, которую удалось сохранить, Рамиль Галиуллин. Так звучит новая история. На открытии мечети собралось все село. Старшее поколение не скрывает эмоций. Мы сегодня плачем от счастья. Открытие мечети в пятницу делает событие вдвойне знаковым, говорят верующие. На сегодня это самый старинный деревянный храм в республике. С праздником жителей лично поздравил Рустам Минниханов. Мечеть была построена нашими предками более 140 лет назад. С тех пор прошло очень много времени. Тем не менее, совместными усилиями нам удалось сохранить и восстановить здание. И я рад поздравить вас с этим знаковым событием. После президент отправился в зал, где ему рассказали, как изменилась мечеть. Затем совершили пятничный намаз. Сейчас здесь большие окна, светлые и просторные залы на полсотни прихожан. Но так было не всегда. Мечеть построена почти 1,5 века назад. С тех пор здание повидало многое, кроме капремонта. Оно даже успело побыть зернохранилищем. Теперь же храм воссоздан в первозданном виде. Реставрация началась 2 года назад по инициативе Рустама Минниханова. Мечеть разбирали, что называется, по частям. На фурах строение увезли в город Кириллов в Вологодской области и передали в руки местных мастеров. Но в ходе работ возникли проблемы с исполнителями. Пока их решали, бревна успели частично сгнить и покрыться мхом. Тогда договор с реставраторами расторгли, а комитет по охране культурного наследия подал на них в суд. После этого воссозданием мусульманской святыни занялись местные специалисты. Получили мы ее, скажем так, в удручающем состоянии, когда уже привезли на базу в республику. Полностью перебрали сруб в полном объеме. Потом уже здесь собрали. В апреле месяце сборка сруба закончилась. И уже приступили к сборке минаретного основания. В аварийном состоянии было. Тут экспертизу сделали. Все, уже минарет должна была рушиться. Вовремя отремонтировали. Сейчас мечеть – это памятник и образец татарского деревянного зодчества. С 1993-го считается объектом культурного наследия. Это уже третья открытая после реставрации мечеть за последние 2 года. Она была восстановлена так, как она была именно сделана. Понятно, мы понимаем, что в свое время она проработала 50-60 лет, потом была закрыта. С 93-го года вернулись, начали молиться в ней. Это же некая связь с прошлыми поколениями. Мы видим, напоминаем. Помнить и хранить святыню обещают местные жители. И говорят, мечеть пустовать точно не будет. Это очень радостное событие для села, для района. И, в общем, для Татарстана все-таки такие мечети, они очень в малом количестве остались. Очень гордимся, что на нашей территории есть такая мечеть, которая является памятником истории и культуры. Сегодня большой праздник для всей Большой Елги. Теперь азан каждое утро будет приглашать на намаз всех желающих. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Рыбнослободский район. В стране продолжается всероссийская перепись населения. Сегодня ее экватор, 14-й день. С точки зрения сохранения своего языка и народа, перепись населения – самый яркий показатель национального самосознания. Это наша ответственность перед будущими поколениями. Это слова Минтимира Шаймеева. Государственный советник Татарстана сегодня выступил с обращением к жителям республики, где рассказал, почему так важно принять участие в переписи. Дорогие татарстанцы, для любого человека, любой национальности, участие в переписи населения – это возможность выразить себя и свою гражданскую позицию. С точки зрения сохранения языка, сохранения народа – это, пожалуй, самый яркий показатель национального самосознания. Сошлюсь на себя. Если я родился татарином, считаю себя татарином, не поддаваясь никаким посторонним мнениям, смело участвую в переписи и на деле показываю уровень своего национального самосознания. Если кто-то
поддавшись каким-то уговорам, агитации, поступает по-другому, значит, у него не хватает воли быть тем, кем он родился. Или он просто подстраивается под непонятные обстоятельства. Перепись – это личное дело каждого, дело его совести. Если человек искренне заботится о своей нации, то, конечно, это будет отражено и в его повседневной деятельности, и в переписном листе. Участие в переписи – это наш долг. Ответственность перед будущими поколениями – это наше право. Безусловно, в этом случае речь идет не только о закрепленных законом правах, а о правах, данных нам с рождения нашими родителями, нашими предками. Право сохранить и передать будущим поколениям все это, что в свое время передалось нам через материнское молоко, родной язык, родную культуру, национальные традиции, мы обязаны все это хранить. Мы должны использовать это право с достоинством и с гордостью нести через всю свою жизнь. Продолжаем выпуск. Сегодня в Татарстане привился 1,5-миллионный житель. Им стала 26-летняя Юлия Сабирова из Казани. Напомним, миллионный привитый татарстанец побывал в пункте вакцинации в начале сентября. С тех пор в республике резко возросли темпы прививочной кампании. У врачей оптимистичные прогнозы. Если жители будут также активны, то к Новому году мы узнаем не только 2,5-миллионного привитого, но и получим коллективный иммунитет. О том, что настала 1,5-миллионный вакцинируемый, Юлия Сабирова узнала после прививки. На вакцинацию пришла впервые. По совету терапевта из-за своего диагноза привилась Эпивак короной. Здоровье – это очень важно. У меня многие мои близкие заболели. Моя мама, бабушка, дед. Деда увезли в больницу. Поэтому я решила, что нужно выполнить свой гражданский долг и обязательно нужно привиться. Пункт вакцинации у Меги, где прививалась Юля, с прошлой недели работает круглосуточно. По очереди друг друга здесь сменяют врачи из 4 городских поликлиник. С момента введения в Татарстане QR-кодов только на этом пункте вакцинации в среднем в день прививают около 700 человек. В основном это молодежь и люди среднего возраста. Очереди здесь начинаются с раннего утра и заканчиваются лишь поздним вечером. Днем, утром много людей. Люди даже когда уходят на обед, получается, быстренько забегают. По молодежи сейчас больше. Пожилые люди все-таки больше в поликлиниках, скорее всего. А тут люди среднего возраста приходят к нам вакцинироваться. Всегда есть спутник Ви, который двухкомпонентный идет. И Пивак. Также был Лайт. По последним данным, от коронавируса в Татарстане сейчас привились 1 526 человек. Это более 60% жителей, кто подлежит вакцинации по плану. Для формирования коллективного иммунитета этого недостаточно, хотя темпы вакцинации сейчас самые высокие. Ежедневно в прививочные пункты приходит почти 20 тысяч человек. Я и сам болел в том году. Не понаслышке знаю, но все равно лучше перестраховаться. Я, может быть, и переболела, но сдала на антитела, у меня низкие. Поэтому все-таки решила сделать, потому что у меня и сахарный диабет, и гипертоник. Этой весной в Татарстане ежедневно вакцинировалось около 4 тысяч человек. В июле был рекорд – от 10 до 18 тысяч привитых в день. В августе наступил спад – от 3 до 5 тысяч. И сейчас очередной подъем. Если так будет и дальше, торт здоровья 2-миллионному привитому вручат уже в декабре. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. 183 новых случая заболевания в сутки. Так Татарстан в очередной раз ставит ковидный антирекорд. 59 человек попали в госпиталь, остальные лечатся дома. 8 умерли от коронавируса. Много заболевших в Казани и Набережных Челнах. По России почти 40 тысяч инфицированных. Это чуть меньше, чем накануне. Умерших 1163. Завтра в Татарстане начинаются нерабочие дни. В такой режим республика переходит до улучшения эпидобстановки. Он подразумевает самоизоляцию для жителей 60+, которые не привились и не переболели коронавирусом за последние полгода. В это время будут работать кафе, рестораны и торговые центры. Вход по QR-кодам. Эти же QR-код понадобится и для входа в спортивные центры, аквапарки, а также для доступа на объекты розничной торговли площадью больше 150 квадратных метров. Будут работать детские сады, пришкольные лагеря и вузы. С 30 октября до 7 ноября отменяются любые зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе для детей. Запрещена ночная работа всех магазинов и общепита. Дети до 18 лет в торговых центрах обязаны находиться с родителями. Пункты вакцинации будут работать в прежнем режиме.
В период нерабочих дней жителям республики вновь будут помогать волонтеры. Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» стартует 1 ноября. Они будут покупать и доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости. О своем желании стать добровольцами заявили более 5000 человек. Уже сейчас 500 волонтеров помогают населению получить QR-код и пройти перепись. Хотели пройти перепись населения? Пройдемся тогда к переписчику. Адель Ханипов учится в Казанском энергетическом колледже, совмещает с учебой волонтерство. Сейчас он доброволец всероссийской переписи населения. Каждый день по 4 часа, столько длится смена, он находится в МФЦ и помогает переписчику. Желающие подходят, узнают, где можно пройти, как можно пройти. И мы подсказываем. По республике таких волонтеров 480. В течение дня только в одном МФЦ к ним обращаются около 100 жителей. В день на всех точках это 6000 обращений. По каждой своей очереди проходят перепись. Если придут к тебе домой перепись населения, то есть тебя могут не застать. Поэтому, когда находишься в таком месте и проводится перепись, тоже удобно. Еще бы дополнительно сделали здесь стойку вакцинации. С удовольствием бы сейчас ее здесь прошла, пока ожидаю. Здесь же работают и волонтеры, которые помогают людям получить QR-код, регистрируют на госуслугах или восстанавливают аккаунт, распечатывают QR-коды. Девочки помогли, госуслугу восстановили. Она у меня была, видимо, пароль я забыла. Потоки очень большие, и они везде разные. То есть, например, у нас есть несколько таких точек в Казани. Это Новосавинский отдел, Южный отдел. Там выходит по 5 человек в смену работать. С 1 ноября возобновляется и акция «Мы вместе». Волонтеры будут покупать и доставлять продукты, лекарства, предметы первой необходимости для жителей категории 60+, которых с 30 октября отправляют на обязательную самоизоляцию. Нуждающиеся в помощи могут позвонить по бесплатному номеру 8 800 200 34 11. Здесь же принимают заявки от тех, кто хочет стать волонтером. На него может позвонить любой гражданин, социально ответственный, который хочет записаться в добровольцы, волонтеры, оставить заявку и тоже присоединиться к этой большой работе, в которой сегодня задействовано более 5000 человек. Акция «Мы вместе» стартовала в самом начале пандемии. Волонтерские штабы движения работали по всей стране. Только в Татарстане добровольцы помогли тысячам людей. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня в Татарстане находится большая делегация из Боснии и Герцеговины. Казань стала площадкой для проведения заседания Российско-Боснийско-Герцеговинской межправкомиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. Здесь обсуждают перспективы взаимоотношений по целому ряду направлений. Рустам Минниханов отметил, Татарстан приложит все усилия, чтобы достигнутые сегодня договоренности были реализованы и на региональном уровне. О чем договорились, расскажет Алия Харудинова. Крепкие рукопожатия и сразу к делу. Во главе стола переговоров Рустам Минниханов и министр внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташа Кашарац. Президент благодарит иностранных гостей за теплый прием делегации Татарстана в Сараево весной этого года. Отношения между нашими странами носят дружественный характер. Поддерживается регулярно политический диалог на высшем и высоком уровне. Идут контакты по линии министерств, ведомств. Конечно, этому способствовала ваша работа над продвижением Республики Татарстан. Мы готовы и желаем работать и полны сил и энергии. Хотим сотрудничать с Россией и Республикой Татарстан. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Боснией и Герцеговиной вырос в 14,5 раз и составил почти 9 миллионов долларов. Увеличить этот показатель хотят, создав новые рынки и наладив новые контакты. Сегодня Татарстан готов поставлять нефтехимию, продукцию машиностроительной отрасли, а также развить связи в судо- и автомобилестроении, автоматизации производственных процессов, здравоохранении, производстве медицинской продукции и фармацевтических препаратов. Рустам Минниханов отметил, у Татарстана с Боснией и Герцеговиной много общего. Площадь территории, численность населения и многонациональный состав. Что общего в экономике, подробно обсудили уже в ратуше. Мы сегодня как раз смогли обменяться по вопросу поставок вертолетной техники вертолетами России. Это контракт на 3 вертолета «Ансат» Казанского вертолетного завода. 2 вертолета уже, как мне сказали, поставлены, 1 в процессе. И я уверен, что это хороший задел в наших отношениях.
Между правительством Российской Федерации и Советом министров Боснии и Герцеговины. Сегодня участники заседания подписали меморандум о взаимопонимании. Мы искренне надеемся, что достигнутые сегодня договоренности позволят еще более активно взаимодействовать двум государствам. И, как что знаете, уверен, результаты переговоров не заставят себя ждать. Работу продолжим. Следующую встречу комиссии предлагаю провести в Боснии. Спасибо за теплый прием. Дипломатические отношения Россия и Босния и Герцеговина выстраивают четверть века. За 8 месяцев этого года объем товарооборота между странами увеличился на 75%. Алия Хайрудинова, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Аварий на дорогах стало меньше, но продолжают гибнуть дети. Все они были пассажирами. Большинство аварий с участием детей происходят по вине водителя, который не соблюдает правила дорожного движения. Это выезд на встречную полосу, движение на запрещающий сигнал светофора и несоблюдение скоростного режима. Об этом сегодня рассказал глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов. Он подвел итоги последних 9 месяцев. Кто чаще всего не пропускает пешеходов и как сами водители помогают бороться с нарушителями, расскажет Рамиль Шайдулин. На дорогах республики удалось закрепить положительную динамику. Аварийность на дорогах республики снижается. Таковы итоги 9 месяцев. Но в то же время растет детская смертность. В этом году мы потеряли 11 детей. Больше, чем за весь 2020. Главный автоинспектор республики называет самый вопиющий случай. Нетрезвый водитель, лишенный прав, попал в аварию с ребенком без автокресла. Такое ДТП было в Альмейском районе 29 июня текущего года. В салоне автомобиля «Лада» находился 2-летний пассажир, который, к сожалению, от полученных травм скончался на месте. Пьяные водители по-прежнему серьезная угроза. Бороться с ними теперь помогают и законопослушные водители. В соцсетях, говорит Ленар Габдурахманов, появляются все больше пабликов, где они выкладывают видео с пьяными водителями и злостными нарушителями. Это помогает ГИБДД привлекать их к ответственности. Только за 2 недели инспекторы поймали 16 таких лихачей. То на красном правит, то бывает и пьяные, бывает вот по ночам особенно. Да, поддерживаю. Бывало, смотрел, в принципе, согласен с этим. Чтобы на дорогах становилось спокойнее, ГИБДД продолжает воплощать в жизнь ряд действенных мер. Одна из них — установка вот таких пешеходных ограждений, которые выполняют сразу 2 важные функции. Во-первых, не дают пешеходу случайно оказаться на проезжей части. Во-вторых, умышленно переходить дорогу в неположенном месте. Ведь статистика показывает, из 55 погибших на дорогах пассажиров 42 переходили дорогу не по зебре. Однако есть водители, не уступающие пешеходам даже здесь. В этом году на переходах произошло 329 ДТП. Погибли 13 человек. Сегодня сколько переходил, да? Везде уступают. Я по переходам хожу, а уж на переходе они останавливаются всегда. К сожалению, не всегда такое правило работает. Надо все равно удостовериться, что машина вас видит. Потому что не все тоже, не всех видно в темноте. Потому что есть же светоотражающее, тоже надо учитывать и носить. 233 наезда, сообщает ГИБДД, произошло именно в темное время суток. Погибшие были без светоотражающих элементов, хотя ПДД обязывает. Светоотражающие элементы у нас есть у детей, куртки со светоотражателями. А сейчас ГИБДД просит водителей вовремя поменять летнюю резину на зимнюю. В прошлом году только за 3 дня заморозков было зафиксировано более 500 аварий, включая смертельные. Все были на летних шинах. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Рабочая группа по строительству трассы М-12 продолжает обсуждать вопросы, которые возникают в ходе реализации проекта. Сегодня в Министерстве транспорта прошло внеочередное заседание. Глава Минтранса, представитель заказчика компании «Автодор» и представитель жителей обсудили случай, который произошел накануне при уборке зеленых насаждений. Месяц назад около деревни Орел в рамках природоохранной акции местные жители, волонтеры и сотрудники Минлесхоза посадили молодые деревья. Спустя месяц строители начали вынос инженерных коммуникаций согласно проекту. Для этого по плану срубили взрослые деревья, которые частично сложили на посадку. Почему так произошло, обсуждали сегодня на встрече. Вырубили лес, часть там порядка 150 метров, плюс 15-20 метров в глубину. И все, что выпиливали, действительно упало на вновь посаженные очень красивые ели. И 80% из них точно пострадало. Вырубка идет по закону. Что случилось в данной ситуации? Был вырублен лес под основной ход дороги, и некоторое время там лесорубы не работали. Видимо, создалось впечатление,
о том, что вся вырубка на этом закончена. Мы, как заказчики, подрядчики, были в неведении, что инициативная группа жителей совместно с Минлесхозом провела эту акцию. Вот так вот, смотря на эти маленькие саженцы, невозможно определить, посажены они вручную, либо это самосев дикий. Сегодня стороны выслушали друг друга и нашли консенсус. Около полусотни деревьев пересадят на постоянное место, где их никто точно не тронет. Кроме этого, представители Автодора обещали компенсировать вырубленные деревья и посадить дополнительные. Также решено наладить четкое взаимодействие между ведомствами и жителями и заранее оповещать о проводимых работах. Наша инициативная группа еще раз проинформирована, что любые обращения необходимо направлять в адрес заказчика, госкомпании «Автодор», а не конкретно на подрядчика, субподрядчика или проектировщика. Не нужно искать Иванова, Петрова, Сидорова. Есть у нас хозяин этого объекта, надо обращаться к нему. И мы договорились, что обращение идет именно к нему, к Мусину Руслану Альбертовичу, а копия Ханифову. Сегодня все участники, строители, проектировщики, Минлесхоз, самое главное, наши жители, мы нашли консенсус, то есть мы нашли решение этого вопроса. Проблема исчерпана. В районах Татарстана начали появляться электрозаправки. В Алексеевском, Спасском и Алькеевском их установила сетевая компания. Здесь уверены, это перспективное направление и наше будущее. В России электромобилизация становится более реальной. О запретах на автомобили с бензиновыми двигателями, как в Европе, пока речь не идет. А вот пряники могут быть получены очень аппетитные. Это налоговые стимулы для владельцев электрокаров, бесплатные парковочные места и льготы для тех, кто создает инфраструктуру по обслуживанию электромобилей. В Татарстане ее развивает сетевая компания. Мы сможем завоевать рынок электрозарядным установкам для автомобилей в ближайшем будущем, если установим на следующий год примерно 150-200 штук. Тогда, я думаю, массовое потребление, массовая покупка электромобилей будет происходить. И наша компания уже планирует в ближайшем будущем от 30 до 50 машин покупать электромобили для, собственных нужд. Это потребует серьезные вложения. В сетевой компании к этому готовы. Если рынка электромобилей пока нет, нужно формировать его самим. Что касается электрозаправок, они уже появляются, в том числе и в районах Татарстана. Мы их установили в 3 муниципальных районах в зоне обслуживания чистопольских электрических сетей. Это в Алексеевском районе, в самом поселке Алексеевское, в Алькеевском районе, в селе Базарные Матаки и в Спасском районе в городе Колпино. Все 3 станции функционируют, работают. Зарядные станции татарстанского производства, их мощность порядка 80 киловатт. На зарядку одного электромобиля уходит от 20 минут до 1,5 часов. Станции расположены в местах оживленного автомобильного трафика, рядом есть необходимая инфраструктура. Дополнительного персонала для обслуживания оборудования не требуется. В дальнейшем планируется управлять процессом с помощью специального приложения для смартфона. Энергетика Татарстана всегда опережающими темпами работают, тем более это новое явление. Наши татарстанские ребята уже разработали свои станции. Все для удобства и комфорта клиентов. Так что электромобили, электрозаправки – это уже не просто модно и престижно. Это реально. Тимур Бекмурзин и Александр Лобанов. Новости Татарстана. Школьникам Нижнекамска показали, как идет строительство одного из заводов Нижнекамск-нефтехима. 9-классники 37-го лицея учатся в профильном нефтехим-классе и уже планируют работать на предприятии. Как такие экскурсии помогают определиться с будущей профессией, в нашем репортаже. Процесс на самом деле очень сложный. Вот вы представляете, у нас сырьем будет приходить здесь промываемый бензин. Экскурсии на Нижнекамск-нефтехим помогают школьникам определиться с будущей профессией. Вот так будет выглядеть новый этиленовый комплекс ЭП-600 по производству каучуков и пластиков с высокой стоимостью. Сейчас на строительной площадке трудятся более 2500 рабочих самых разных профилей. Свыше 100 единиц техники вовлечены в процесс. Специально была организована экскурсия для этих учащихся, так как они находятся именно на пороге взрослой жизни, так как это 9 класс. Мы как раз провели сегодня подробную экскурсию, рассказали, показали наглядно, что вообще представляет из себя завод, как производится здесь стройка, что вообще здесь происходит. 9-классники 37-го лицея Нижнекамска учатся в профильном нефтехим-классе. И многие хотят в будущем работать на Нижнекамск-нефтехиме. Я хотела бы устроиться в завод по технической части, обслуживать всякую технику
и следить за заводом. У меня эмоции положительные, потому что мне кажется, что это очень круто, потому что производство будет экологически чистым и самым новым, наверное, в России. Проект уникальный. Современное, экологичное и безопасное производство, где будет создано 630 рабочих мест, в том числе для выпускников местных колледжей и вузов. И поэтому нефтехимики с нетерпением ждут юных гостей на заводе. Вероника Гайнудинова, ТНВ, Нижнекамск. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках. Пластическая и эстетическая хирургия здоровья семьи. Все виды пластических операций. Ведущие хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Казань, 204 2 700. Какой опасный момент! Коллекторы вышли на след и вот-вот начнут преследовать жертву. Но Банкрот-центр поможет списать долги, защитит вас и вашу семью. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Шубный фестиваль в Казани. Не пропусти! Огромный выбор шуб, честная рассрочка, выгодный обмен старой шубы на новую. Только до 31 октября. Казанская ярмарка. В Татарстане испокон веков ценили живую энергию дерева. Новые технологии в помощь традициям. Пружинный узел сила ускорит строительство, придаст прочность и сохранит тепло. Хочешь дом как из сказки? Применяй реальные технологии. Здравствуйте! После кратковременного похолодания вновь в республику начинает поступать более теплый воздух. О погоде на 30 октября чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца октября доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в субботу на юго-востоке, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево переменная облачность, без осадков и заметно теплее, днем до +7. Температура повысится и в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. Вероятность осадков минимальна, ветер порывистый. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше в ночные часы местами снег. Днем без осадков и теплее, чем накануне, до +7. В Арске, в Кукмаре, Балтаси переменная облачность, +8, но обманчивое осеннее тепло может сыграть злую шутку. Именно в этот период особенно важно следить за своим здоровьем. Одевайтесь теплее и пребывайте в хорошем настроении. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске еще теплее. Тут +10, но ветер усилится и будет пасмурно. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше температура станет выше, осадки не ожидаются. По прогнозу синоптиков, теплая погода без осадков задержится еще на несколько дней. И это, конечно же, очень радует. И еще одна полезная информация. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. В Казани будет облачно, но сухо. Ночью +2, а днем воздух прогреется до +9. Ветер западный, усиление до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%. Второй месяц осени на исходе и напоследок дарит нам возможность погулять на свежем воздухе и насладиться уходящим теплом. С наступающими выходными. До свидания.